Самолеты не закрепляются за каким-то маршрутом конкретным. То есть они летают в соответствии с планом полетов, который составляется на каждый день с учетом их ресурсов, состояния, готовности к выполнению конкретного рейса. Поэтому куда именно этот самолет пойдет в первый рейс, пока сказать сложно. Одно мы знаем, что с 25 числа он будет планироваться для выполнения полета. Те рейсы, которые, так сказать, уже отменили, Турция, Египет и все прочее, да, куда мы полетим дальше? Ну, если вы следите за ситуацией, то видите, что еще перед Новым годом мы начали летать Сыктывкар, Пермь, Сочи. То есть раньше никогда из Сыктывкара на Сочи прямого рейса не было. А это, в общем-то, по факту почти прямой рейс, промежуточной посадки. Надо сказать, что он востребован и жителями Коми, и жителями Пермского края. Поэтому выполнение этого рейса будет продолжено. В настоящее время мы готовится уже расписание на весенне-летний период. Вот. Оно будет учитывать маршруты по аналогии с прошлым годом из Сыктывкара, но при этом, в общем-то, это все делается с учетом того расписания, которое заявляют другие компании. То есть ЮТР, Нордавия. Когда они планируют свои рейсы, мы точно так же просто берем общий пакет информации, выбираем наиболее удобное время, день, недели, ну и планируем выполнение рейсов. Кроме этого, планируется выполнение рейсов, вот, как глава республики сказал, это в другие регионы и из других регионов. Идут переговоры по полетам в Калининград, идут переговоры по полетам, по увеличению полетов из Калуги, из Саратова, готовятся к выполнению международные маршруты. То есть мы уже получили несколько назначений. Сейчас определяем время, когда мы будем готовы их начать выполнять. То есть это достаточно не короткий подготовительный период, но тем не менее он идет непрерывно. Вот и сегодняшний полет, в ходе которого пилоты наши, они просто восстанавливают свои допуска к выполнению международных рейсов. Поэтому это такая обычная текущая работа, которая, вот я думаю, что с весны она будет уже более заметна новыми маршрутами. А вообще вот с следующего понедельника появляются новые наши рейсы из Москвы в Нягань, это в Тюменской области, из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, в Нижнекамск, из Санкт-Петербурга в Белгород. То есть маршруты добавляются. Там разные частоты есть. Раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. То есть маршруты разные. А насчет крымского направления нет никаких проблем? Да. Давайте о политике не будем. Нет, я думаю, что народ-то интересуется. Есть определенные... Нет, мы сделаем все. Тут, понимаете, я как бы в двух ипостасях, да. То есть, что с точки зрения нашей компании, мы пока не планируем выполнение полетов в Крым. С точки зрения функционирования аэропорта Сыктывкар, мы этим вопросом занимаемся с привлечением сторонних компаний, как примерно это было в прошлом году. То есть мы занимаемся, ведем переговоры, чтобы кто-то отсюда обязательно в Симферополь полетел. Речь идет о чартерных или о регулярных рейсах? Конечно, мы хотели бы, чтобы это были чартерные рейсы. Регулярные. Регулярно, да? Конечно.